Шукайте моего обличчя, я буду шукаться обличчя Твоего, Пане, не ховай от меня обличчя Твоего. Аллилуйя. Вітаю всіх на этой опошли дитячей мши 12 године перед летом з цілої этой люди этой святой мши. А як бачите, нас так само шмат туди кайно, а як гарська прийшла. Ви могли посвяткувати, що сьогодні так само особливий спосіб. Дітей вітають, святкуємо сьогодні дитячий день сусвітний. Будем молиться за этих детей, как в своем житті не заблукали, как добро пережили час, каникулы, які розпочали уже некоторые годины тому назад, как Бог их одарил потребной ласки, как добро отпочили, набрали сил для выполнения своих обов'язков и ведал у школе, коли уже вернутся. Вітаю нашей супольности парафиальной, сестру генеральную, так? Мать не генеральную, сестры нашей Анны, так что тут все улыбайтесь, вот сестры Анны Валерка приехала, все хвалите ее, радуйтесь. Мы дякуем сестрам з конгрегації Доміника Святого за то, домініканків, за те, що в нашій парафії не є і учать дітей, передають Божє Слово, Божі веди, навчають, приготовляють їх до сакраментів. Нехай сестри ведають, що ви тут, як в нашій парафії, так само потрібне, нехай добрий Бог вам за це. А вдячить по прикрях, звісно, і своїм благословенням. Хотя святую мшу отправую за парафием для всех нас, просим Божьего благословения для тех, кто не ходит, а в навертанников, знайшли Пана Бога, а для тех, что уже отошли из этого света, радости життя вечного, у володарстве небесным, перепросим за все наши грехи, как мы могли чистить царство власти в эту наисвятейшую охмяру. Споведаемся Богу Всемогутному. И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всякой Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся, Христе, змилуйся, Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся, Пане, змилуйся, Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Gloria in excelsis
Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе, хвалы Твою. Али Боже, Боже, небесный, Боже, Боже, всемогутный, али Сыне одинородный Иисус Христе, Иисус Христе. Иисус Христе, Смилуйся над нами, яки грешность и грехи свету, прими моление наше, яки сердечко ворочается, смилуйся над нами, помоги Ты святый, помоги наш мать, помоги Ты наивысший Иисус Христе. Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Аминь. Gloria, Iisus Zero. Gloria, 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 Iisus Zero. Gloria, Gloria. Молимся. У всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету пробывает с Тобою в славе. Выслухай наши покорные просьбы и дай нам згодно с Его обетанием мы чували, что и Он застається с нами аж до скончания свету. Яки с Тобою живей владали в едности Духа Святого, Бог празднует все веки вечные. Читание книги «Дел апостолов». Они апостол в Коринфе. В те дни Стефан, наполненный Духом Святым, поглядел на небо и бачив славу Божию, и Єзуса, який стояв праворуч Бога, і сказав: «Ось бачу небеси розкриті, і Сина Чоловічого, який стоїть праворуч Бога». Але вони, закричавши грозним голосом, заткнули уши свои и кинулись на него все разом. И, выбивши за город, начали каменовать. А сведки поклали одежду свою к ног юнака, якого звали Саул. И каменовали Стефана, який закрикал и казал: «Аки Єзу, прими дух твой». И, упавши на колени, воскликнул грозним голосом: «Пане, не лиши им греха этого». И, сказавши это, спочил. Это Слово Божие. Thank you.
повеселятся шматки белые, справедливость и право, основа его народу. Наивысший подай нам всю земли. Не насовещать его справедливость, и все народы бачат егоную славу. Поклонитесь перед ним, все боги. Наивысший подай нам всю земли. Боги Пане наивысший на всю земли, вельми возвеличены над всеми богами. Наивысший подай нам всю земли. Читання книги Апокаліпсиса Святого Яна. Я прошу Бога святого. Ось прийду незабаві, і оплата моя со мною, отплатить кожному по годлі учинку Ягони. Я есть Альфа и Омега, перший и опошний, початок и конец. Счастливые ты, кто имея шаги свои, как низ владу над древом життя и просправу власти его. Я, Иисус, послал моего анёла, засвідчить про этого костюма. Я корень и потомство Давида, ясная ранешная зорка, а дух и невеста кажут, приди, и кто чує, нехай скаже, приди, а хто прагне, нехай прийде, і хто хоче, нехай возьме оду життя дарма. Той, хто свідчить про це, каже, тут хутко прийду. Амен, приди, Пане Єсу. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покинула сиротами, каже вам, иду и приду до вас, и возрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Яна. В той час Єсус узняв очі свої до неба і молився такими словами: «Отче святий, не тільки за їх я прошу, але і за тих, хто повірить у ім'я мені погодне слово їхнього, как усі були одно, як ти, Отче, убо мне, и я у тебе, как яны были у нас, как поверил свет, что ты послал меня, и славу, якую ты дал мне, я дал им, как были одно, як и мы одно, я в их, а ты во мне, как были з'єднаны в одно, как свет познал, что ты послал мне и полюбил их, як полюбил меня. Отче, хочу, как ты я, кого ты дал мне, были со мною там, где я, как бачили славу мою, якую ты дал мне, бо полюбил меня перед заснованием свету. Отче справедливый, свет тебе не познал, а я познал тебе, и гэтые познали, что ты послал меня. Я обвестил им имя твое,
и обвящать буду, как любовь, якою ты полюбил меня, была у их, и я у их. Это слово Пана. Брати і сестри, сьогоднішній уривок Слова Божого, який ми почули, з'являється молитвою, найбільшою молитвою, найдовжейшою молитвою, яка записана у Новому Тестаменті. Варто було б вернутися до хати, відчинити розділ 17 Євангелія по Воді Святого Яна і прочитати эту молитву. Але перед тим, як це учиниться, я вам трошки про її розкажу і представлю її. Вона поділена на 4 частки. Первая частка, початок от 1 верша до 8, это будет прославление Бога Отца. Другая частка от 9 до 19, это будет молитва заступничества за учнев. Третья частка, это молитва от 20 до 23 верша. Это молитва будет за нас, верующих, які вам туди каюсь, яку ми сьогодні почули, эту молитву. И так само почули 4 частку, от 24 до 26 верша, это там есть и дотыкая все, и прославление Бога, и молитва Иисуса Христа за учнів, а и так само и за кожного з нас. И она как бы объединовывая все три частки. Это важно было бы сказать, что прославление Бога Отца на чем опирается, когда мы отчиним Святое Писание, 17 раздел, мы на сам початок прочитаем, на чем опирается прославление Бога Иисуса. Сказавши это, Иисус узнял свои очи до неба и сказал: «Отче, пришла година, услав Сына Своего, как и Сын уславил Тебе. Ты дал Ему уладу над усяляким телом, как и Он дал житье вечное усяму, что Ты дал Ему». Czyli Jezus Chrystus уславил Бога Отца попасть свою муку и смерть. Простое, что пришел и выконал волю Божию. Нелегкую волю. Не только эту волю обвящал, а и дал приклад. И он пришел, как выконать, так как я уславлю, нехай так само потом будем молиться Иисус Христос, как и яны уславили, проливши свою кровь, аж до виконання волі Бога Отца. Это является фундаментом этого. А что має дати это прославление? Життя вечное. Как яны отримали життя вечное. У 3 верші мы докладно прочитаем. А вечное життя у тим, как познали Тебе, одиного правдивого Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа. И в этом есть вечное життя, якое нам Иисус Христос дає, попри свою муку и смерть, и за тем звездным повстанием, как вознести нашу человеческую натуру аж на вершины незвычайные, на вершины небесные. Другая частка, где молитва прославления, альбо молитва заступництва за учнів, які есть. Иисус Христос звертає, що світ, в яким вони живуть, яким есть, говорить світом агресії, ненависти. И написано, что так как свет не любит меня, так он и вас не полюбит. Иисус Христос просит в этой молитве, как они были моцные, натыкали выпробовали. А мы доброведаем, что амаль все апостолы, кроме одного Яна и евангелисты, отдадут свое життя, проливши кровь, уславивши мученицкой смертью Бога Отца. Через эта молитва была Иисуса Христа актуальная и потребная этим учням. Затем фундаментом этой молитвы является то, что Иисус Христос их умацовывая любовью. Так как я, так и Ты, Отче, умиловал меня, полюбил меня, так и я полюбил их. И полюби Ты их такой самой любовью, какой Ты меня полюбил. Иисус Христос, как бы, узмацняя учнев любовью Божию, говорит, что такую самую любовь Бог має до вас, як і до мене. Вельми важную надею дає Иисус Христос у апостолам, что эта надея веде их, как можно было отдать життя за Иисуса Христа.
Затым вяртаемся до часткі, якую мы сёння прачыталі у сённяшняй Євангелії, яка прагучала паводле святого Яна. Гэта будзе молитва за нас усіх, якія мы ёсць. Jesús узнял свои вочы и молился такими словами: «Отче святый, не только за их прошу, да, але и за тех, кто поверит у меня паводле слова их». А где это слово записано? Як не в Святым Писании, которое мы читаем. Бо когда мы читаем Божие Слово, и мы его разважаем, и мы в него верим, то мы так само маем удел, незвычайный удел у избавлении. Иисус Христос просит, как мы в этом житті нашим не заблукаем, але основная речь и цель, я вижу, что это центр молитвы, якой Иисус Христос уходит, это есть, Он просит об едности. Поглядите. Отче святый, не только за их я прошу, а и за тех, кто поверит в меня, погодля слова, как все были одно, як ты, Отче, во мне, и я у тебе, как и яны были у нас, как поверил все, что ты послал меня. Одно. Едность. Вельми тяжкая справа сапраўды едность. Иисус Христос, выбирая, говорит, какая едность это повинна быть, какая есть, какой он просит. Такая, як Бог не может исновать без Иисуса Христа, а Иисус Христа без Бога. Это есть все одно. Нельзя это разорвать. Никакий способ. Никакий способ нам без этого разбавления так само не отрывать. То есть самое говорит, як бы и звертая на едность, якою ён має до апостолов, бо как не Иисус Христос то не было бы апостолов, так само едность. Бо апостолы сами бы не могли отрывать без Иисуса Христа. А Иисус Христос бы так само не мог бы поширать свое Слово Божие, якое он передал апостолам. Як він поверил живым образом и случайным. Тому есть те, кто проповедует это Божье Слово, кому дана особливая влада. Так званая сукцессия апостольская, про которую я говорю тиждень тому назад, 2 тижні тому. Нет, тиждень тому назад, але, конечно, може видите, пишу коммунию, вот эти пишу коммунию, зачем была другие справы говорные подчас коммунии. Так то есть. Тут какая-то есть едность, какая, наверное, важная, как мы умели противостоять и памятали, что в этой едности, тут звертаем, да, вот, когда кто-то подойдет от костела, кто-то здравить Пана Иисуса, костел и так будет тривать. И тут приклад такие, памятаем Юду, які Іскаріота, які здравить Пана Иисуса. Апостолы дали тривали эту едность, а могли бы жить подозрительно, кто теперь наступит, кто наступит нас здравить, что будет далее с нами. Нет, нема такого. Гэта здрада, якая адбылася Иисуса Христа, не разорвала едность помешучными. И так само в костеле вельми часто кто-то приходит, кто-то выходит, кто-то здесь издражает этого Пана Иисуса, кто-то переходит на другие веры, есть другие вызнания, где тянется далеко от христианства. А костел тривает далее. Понимая едность, он наполнены этим самым одним духом, який всіх нас об'єднує, а якого ми всі отримали подчас посту, до якого з послання ми приготовлюємося праздновення, яка триває у нашій парафії, а урочисто будемо переживати уже оцінні кілька днів у наступному тижні. Эта едность, она для нас вельми важная, как мы памятали, что Бог хочет нас поеднать, как мы все утворали одну великую семью. Засновальник костела методистов Джон Веслей, который жил в году 1701-1792, певного разу, когда спал, убачил такой сон. И этот сон описывает, что в этом сне я был поза светом. И когда я ходил поза этим светом, дошел до брамы пекла. На этой браме пекла была табличка написана, и было написано, когда час працы этого пекла, когда он працует, когда принимает людей, когда не принимает людей. Ну вот постукали в это пекло, дьявол, который был там в этой браме, отширил в эту браму. Я говорю, чем можно ответить такие питания? Вот задай мне эти питания. Скажи мне, кто есть в этом пекле? Чи есть католики? Я говорю, есть. Чи есть православные? Так само есть. Чи есть протестанты? Есть. Чи есть баптисты? Есть. Чи есть методисты? Есть. И так все по порядку меняют. Все есть у пекли. Думаю, ну все, ясно. А иду далее. Хочу составать методистов, но не знаю, кого там составить. Иду далее, дохожу до брам, раю. Ангел, открывая мне,
браму рая, говорить, тебе сюда не пущу. Ні, я тут із питанням прийшов, хочу тебе задати питання. Ти скажи мені, хто є в небі? Чи є католики в небі? Нема. Чи є православні в небі? Нема. Як це? Чи є протестанти в небі? Нема. Чи є методисти в небі? Нема. Чи є ти? Нема. Нічого себе, такі здивовані. А хто є? Христиане в небе есть. Это и есть наша едность, как мы в разных способах. Иисус Христос, поглядите, ходячи по земле, ни с кем не крутится. Никого не, можно сказать, что на никого не кричит. Не кричит на Россию, когда не разговаривая, чтобы им вытлумачить. Не кричит на ученых писаний, чтобы им вытлумачить, что они не распознали его условия, а должны были распознать, что я есть и Мессия. Як ви это слово Боже разумеете, вы его читаете. Вы все тлумачите. И в такий спосіб Ісус Христос не своїм криком, а єднає чоловіка. Якби не будує прегради. Ісаак Нефтон говорить так. Люди у сучасному світі будують вокруг себе стінки, а повинні будувати мости. Кожен ведає, будівник будує, что стенки легко будовать, а мосты – это уже складанная ситуация. Это уже треба иметь отповедные квалификации, когда ты мост просчитать и так далее, когда он служил долгие года, и как не завалился, помню, мама за нас колесила лошадь, машина ехала и провалилась на мосту, а уже забили его такой голову. Этот мост уже можно ездить, не трудитесь. Так, про это и говорить. Сьогоднішнє Божє Слово. Але ще дуже варто сказати, що про цю єдність треба молитися, треба просити. Ісус Христос не тільки ходить і обіщає, Він так само цю єдність шукає в цій розмові з ученими Писаннями, з фарисеями, з усіми, хто там проти його виступає. Він пробує знайти якесь порозуміння. Та й потім таким анекдоті, що ми повинні молитися і так само робити перший крок в нашем житті, что победоносный человек, верный Божий человек, 3 рази на день молився. Молився по шмат часу. І він Пану Богу вельми добре подавався. Він справді він заправді життя християнське, був добрим християнином, віруючим чоловіком. І в певний момент цього християнина, вже трохи в старішому возрасті, стратив всю молодость. Став бедним, нищим, не видел конец концом зв'язати. И в певному моменте укликнул на колени и говорит: Пане Боже, я у Тебе про все життя ніколи нічого не просив. А теперь гляди на мою беду и допоможи мне. Дай мне, не ведаю, что-нибудь, чтобы уратовало мое життя. Может, дай мне выиграть лото, как я взбогатился и мог оплатить все такие долги, какие я маю. Молится день, молится месяц, молится полгода, молится год, другий год, на третій год денервований до Пана Бога знову приходить і знову кричить: Пане Боже, вже 3 роки молюся, а ти мені не можеш вислухати. Коли ти вже мені глядиш, я тільки 1 раз тебе прошу, один, вислухай мої молитви. А Пан Бог йому з'являється і говорить: я твої молитви вислухав, але ти не зробив першого кроку, ти не купив лотереї, як виіграти. Так само і в нашому житті буває, брати і сестри, що ми так чогось шукаємо, а не робимо самі перший крок. Просим за тим. Как мы в нашем житті. По-перше, умели дякувати, прославляти Пана Бога за все те, що маємо. Ми вельми часто не зауважаємо. Бо об этом молився уже сам Ісус Христос. По-другое, как мы в нашем житті, так само в агресивном свете, коли хтось нас переслідує, будемо вдячними Пану Богу за те, що нас хтось переслідує, бо ми йдемо добрим напрямком. Свет меня узненавидел, и вас так само узненавидеть, говорит Иисус Христос. По-третье, как мы памятали, что наше життя – это как быть в едности. И как мы молились об этой едности. Можно наоборот так в нашем сердце, в наших семьях, в наших супольностях. А затем только можно по всем свете. Вірувати на Бога, а й взяв все нам. Славіться небо і землю, Всеобачного ім'я вашого, і во ім'я Пана Ісуса Христа,
Syna Bożego Jedynorodznego, Zajca Narodzonego i radusimi wiekami, Boga od Boga, światło od światła, Boga zaprawnego od Boga zaprawnego, narodzonego, niestworzonego, jedynasudnego Ojcu, raz jako się stało się. I On tyle nas, ludzi, i tyle naszego zbawienia, zeszł z nieba i ucielebił się od Ducha Światłego, z Dziewy Maryi i stał się człowiekiem, ukrzyżowany tak samo za nas, przy Ponskim Piłacie, był zamuczony i pochowany, i na trzeci dzień woskres, podobny Pisaniem, i zeszł na nieba, siedzieć prawa różna Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sudzić żywych i pomierłych, i jako władarstwu nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywotwórcu, jaki z Ojca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Syna należeć poklonienie i chwała, jaki przemawiał przez proroków. Wierzę w jedyny święty katolicki i apostolski Kościół, wyznaję jedyny chrzest dla odpuszczenia grzechów i czekają woskrzeszenia pamiętnych i życia wiecznego w budущym świecie, a czekając posłania Ducha Świętego, uzniesią nasze pokorne prośby do Boga Ojca, modlić Święty Kościół, aby все Jego wierniki zdoleli rozpoznać myśl wieku i wyznaczył Bóg. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Za poklikanych do świadectwa Achmiana i życia przyniosło dуховную корысть всему Kościołu. Ciebie prosimy. wysłuchaj nas, A w jedności w naszych семьях, aby oni byli zaprawnymi świadkami Bożej присутности i любови. Ciebie prosimy. wysłuchaj nas, Panie. За нашу евхаристичную спольность, как мы поеднаны с Христом, можно выполнить задание христианского покликания. Тебя просим. Wysłuchaj nas, Panie. Добрый Боже, Ты выслуховуєш нас и желаешь нам допомогти. Научи нас приймати Твою допомогу і дякувати Тобі за все через Христа, Пана нашого. Niechaj Pan Bóg wyjmie ofiarę z rąk Twoich na prosławienie i chwałę imienia swojego, a tak samo na korzyść nam i wszemu Kościołu swojemu. Łaskawy bądź opili nasze, ja malitwo i dariki, mój Tobie przynosi, prawdy się eucharystyczne, jak wiary, przywiedzi nas tak mowy wieczna i przez Chrysta Pana naszego. A z Wami. Powodu serce Zapakuję Panu Bogu naszemu. Zaprawdę odnawiana i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody всюdy Tobie składali podziaku. Panie Święty Ojcze, Wszechmogący Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego. I On после swojego z mертwych powstania odkryto zjawił się всім swoim uczniom i na ich oczach zeszł na niebo, jak my mogli udzielniczać u Jego boskim życiu. Тому
Откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. От хоры ангелов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан всемогутний, небо и земля, полные хвалы, Госанна на вершинах, Госанна на вершинах. Благословенный тот, кто приходит в имя Бога. Госанна, Госанна, Госанна на вершинах, Госанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действием Отца и Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспынно избираешь народ свой, а от усходу солнца и до заходу складал имени Твоему чистую отвязу, тому у едности з усім костелом в перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Аминь. Освяти мощью Духа Твоего эти дары, якие мы принесли Тебе на офиару, как стали сеями телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо Он у ту ночь, коли был выдачений, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть кielich крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа. Panie, wspominając zbawczą nowego Twojego Syna, tak samo Jego cudowne воскрешение i w Niego chrzcie, i czekając Jego duchowo przyjścia z podzięką i składając Tobie żytую żywую i świętую ofiarę, uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, jakoj Ty pożądał być miłosierny. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш, с Наисвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юсуфом ее обранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и усими святыми, праз заступництва яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавления. Будь ласкавый умацовать у веры и любви костел Твой, який пилигримує на землі,
со слугой Твоим, папом нашим Львом XIV, біскупом, нашим Юзефом і всіми біскупами, всім духовенством і всім народом Твоєї Укрепленням. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей отошел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, к образом теми заусёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа, Христови укреписте, Тае Божа Войча всемогутny, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу всеяки вечные. Называемся детьми Божьими и изъявляемся, кому полные вдячности смиряемся, казалось. Отче наш, который есть на небе, святится имя Твое, приди королевство Твое, будь воля Твоя, яку в небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego złego, daj łaskawa spokoju i naszego. Да поможи нам милосердности Твоей, как не были во всем вольны от страху, и захованы до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надежды, и причтя славцы нашего Иисуса Христа. Твое богатство и власть, и хвала веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал Господам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, я на веру костела Твоего, и будь ласкавый злобно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Божий, який дареш грехи світу, подари нам супокою, супокою нас подари. Пусть бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу,
благословленные, покликанные на вечеру Яковлю. Пани, я не богатый, Ты щедрее, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
нас, бьется Бог есть так близко нас, Бог есть так близко нас, Бог есть так близко нас, бьется Бог и твой Бог один. О, я и твой Бог один. Ничего придите до Пана. Ничего придите до Пана. Ой, он наш Пан и наш Бог один. Ой, он наш Пан и наш Бог один. Да мне, ты приди, славлю тебе я. Да мне, ты приди, славлю тебе я. Молимся. Выслухай нас, Боже, наш Зbawca, и разумел Евхаристию Отцу нашему веру в Трое, что все тело Костела объединяется в славе с Христом своим головою, який живе и владарит на веки вечные. Объявим 3 червня вівторок у спомін святого короля і послічників мучеників. 5 червня у спомін святого Бонифація, біскупа і мученика. 8 червня – це наступна неділя, урочистость послання Духа Святого. Святые имши наступную уже неделю отбудутся у 9, у 10:30 и у 19. А 12 године святой имши дитячей подчас летних каникулов нема. Раз увесь червень після святих імшаў вечорових у 19:00, а у неделю після святой імши у 10:30 отправляются на божество до найсвятейшего сердца Пана Єсуса, а так само триваем уновлення перед урочистостью спаслания Духа Святого. Раз адорация Пана Єсуса в найсвятейшем сакраменте от 14 до 19. Дякую усім за ахвяраванне да Богу, за супольную и индивидуальную молитву, за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы тем, кто дежурил, тем, кто косил. Помолимся за тех, кто на этом тыдне святкует дни народжения, именины и юбилеи, кто чекає народил детей, за Викторию и ее батьков, их родственных с народу просто, за добродеев, городавцев нашей парафии, так само много добродеев будовництва санктуария Божьей милосердности, и за нас, доручаючи кожного поособку опецы, Маті Божией Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, наших потребах, не покорчай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная,
наша, опекунка наша, священниця наша, ти заступниця наша, Сином Своїм нас поєднай, Сину Своєму нас виручай, Сину Своєму нас накривай. Добре, что я желаю вам добрых каникул, доброго отпочинка, и кто читаете книгу, как набрали сил, а так само батькам, нехай дадут своих детей до дядулек и бабулек, нехай это учатся, вы спочиваете так само на каникулы, для этого есть каникулы. Дякую, Вікі, дякую вам сестрам з провінції Домініканській, Краковській, яка нав'язає в нашому парафії. Пан Бог будеш вам. Примите Божие благословение. Пан с вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu. Jaki szmat potrafią niektórych czytać polską mową. Święty Archanioł Michale. Раши нас узнаваний, будь нам обороной, супроть спокусы и пастырь Злого Духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь убегла шатана и інших злых духов, якие нас богодушствуют во свете. Наших серцях, Ісус, наших серцях, Ісус, застанься тут, разом з нами, застанься тут, разом з нами, хай серед нас панує мир, хай спокій наповнює нас, хай спокій нашим серцям, Ісус, нашим серцям, Ісус, застанься тут.